Всех приветствую на своем канале. Сегодня с вами Астарта Сантья Тара и очередной расклад. Обратите, пожалуйста, внимание на плейлисты, на прогнозы по знакам зодиака. Все ссылочки на последние новинки будут в описании к этому видео, под видео. Пожалуйста, смотрите, переходите по заставочкам, переходите по подсказочкам. Все для вас, мои дорогие. И мы сегодня делаем расклад на тему «Сбудется ли мое желание?». От вас нужно загадать срок, который вы ожидаете, исполнения вашего желания, и выбрать свой вариант. Сосредоточьтесь, подумайте о своем желании, подумайте, как вы будете себя чувствовать, когда оно сбудется, что оно даст, как вы будете себя ощущать, будете ли вы счастливы, несчастливы. В общем, сосредоточьтесь и выбирайте свой вариант. Итак, единички, смотрим вас. И сбудется ли ваше желание? Да, желание ваше сбудется. Причем оно уже вот-вот на пороге. Либо вы уже на пути к цели, к завершению какого-то комплекса работ. Или, может быть, у вас вот-вот будет некий праздник, день рождения, юбилей. В общем, желание сбудется в ближайшее время. Что будет вам помогать? Ну, во-первых, некий друг, брат, сват, родственник, в общем, близкий вам человек, он поспособствует, он поможет. А может, он и подарит, и осуществит для вас ваши желания. И также вы сами, конечно же, ваша целеустремленность, ваше такое поступательное движение, ваша энергия, которую вы направляете на осуществление и реализацию вашего желания, и также ваша вера в то, что желание сбудется однозначно. Также может помогать, может, вы кого-то попросили, опять же, подарить вам что-то или подсобить вам в исполнении желания. В общем, некое такое общение достаточно приятное. Разговоры, переговоры с кем-то могут вам также подсобить. И еще, смотрите, мои дорогие, такое ощущение, что здесь еще вам нужно, знаете, от неких вещей в своей жизни избавиться. Знаете, как говорят, освободить пространство для того, чтобы мироздание нашло место для вашего нового желания, для вашей мечты. Вот как только вы освободите, может быть, поработайте, элементарное можете сделать, я не знаю, навести порядок в доме, выкинуть, выбросить, избавиться от тех вещей, которыми вы давно не пользуетесь, но они у вас лежат таким мертвым грузом, либо кофточка, которая висит в гардеробе уже который год, а вы все думаете, я либо похудею, либо поправлюсь и буду ее носить дальше. Вот такие вещи, которые якорят вас на месте, которые не дают вам двигаться, вот от таких вещей тоже имеет смысл избавиться. Это все вам поможет, это все вам подсобит в том, чтобы ваше желание, ваша мечта, она сбылась и реализовалась. Ну и, конечно, близкие люди могут вам тоже эту мечту, это желание осуществить. И причем, опять же, как я уже говорила, в скором времени, уже вот-вот на пороге. Что будет мешать? Карта птица, медведь и дом. Вот вы знаете, тут выпали настолько позитивные карты, но в позиции, негативной, что может стать барьером, что может помешать. Вот я бы сказала, что вот здесь верхние карты и вообще ответ на наш вопрос, они говорят нам о том, что вы нацелены, вы к этому стремитесь, вы посылаете какой-то импульс в мирозданию, в космос, куда угодно, чтобы это желание поскорее к вам пришло. А вот здесь может появиться некий человек, сильный, умный, властный, может быть ваш партнер, который вам может помешать. Почему? Потому что вы отвлечетесь, потому что уже ваше внимание будет немного смещено на отношения, на дом, может быть, на какие-то дела, заботы, хлопоты, и вот это может помешать. Либо еще, смотрите, вот здесь нужно держать руку на пульсе. Может быть, какой-то родственник, также близкий человек, с которым вы общаетесь, довольно-таки близко, родной какой-то человек, может
либо вас отговорить, либо как-то так повлиять, достаточно так сильно, с неким таким напором, с нажимом, с неким таким авторитетом, что может поменять вероятность исполнения событий. Карта — это у нас в первую очередь вероятность, да. И вот сейчас, на данный момент, да, когда вы смотрите это видео, они нам говорят, что желание осуществится, и причем вот-вот. Но может появиться некий человек, как я уже говорила, который может вас отговорить, вас заставить передумать, что-то как-то вас отвлечь, что может отдалить, я бы сказала, исполнение вашего желания. Тут нет намека на то, что вот эти вот какие-то роковые события, роковой разговор или тот самый роковой человек, да, который вот помешает, отрежет все это, и все, ваше желание не осуществится. Нет, тут может быть просто барьер, да, именно помеха в осуществлении вашего желания, например, в задуманный вами срок. Вот так складывается у нас прогноз для варианта номер 1. Я желаю вам, конечно же, пусть ваши желания и мечты сбываются, причем очень быстро. Пусть они дают и наполняют вас силой, энергией, верой в чудеса. Пусть они вдохновляют и поддерживают вас. Я вам желаю любви, здоровья, процветания. Берегите, любите, балуйте себя, цените себя, берегите своих близких. Это была Астарта Сантия. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 2. Итак, двоечки, смотрим вас. Избудется ли ваше желание в загаданный вами срок? Увы, нет. Вот именно в загаданный вами срок ваши желания, ваша мечта, они не осуществятся и не сбудутся. Но это лишь в этот загаданный вами срок. Почему? Потому что у нас карта метла и карта звезды нам говорят о том, что пока должно пройти время, пока это как бы вам не подвластно, да, это желание пока не может осуществиться. Далее спросила, что мешает осуществлению, прошу прощения, заговариваюсь, осуществлению и реализации вашего желания. Резкие какие-то перемены. Может быть, вам придется куда-то уехать. Может быть, кто-то приедет наоборот. Может быть, обстоятельства так сложатся или так резко изменятся, что пока не будет возможности это желание, эту мечту осуществить. Причем это будут перемены такие резкие, которые заставят вас немного на них зациклиться, на этих переменах, переключат ваше внимание и ваш взор на эти резкие перемены, и вы будете заниматься ими. Вот окунетесь именно в тот вопрос, который и помешает вам, который вас отвлечет от вашего желания, вектор вашего внимания, он изменится. То есть вам придется пока оставить идею с вашим желанием, реализацию вашего желания, вашей мечты и переключиться на что-то новое. Там придется потрудиться, там придется пообщаться, там придется буквально поработать, чтобы нивелировать, убрать, устранить те препятствия, те преграды, которые вам мешают. Но это будет не быстро, дорогие мои. Все-таки придется покрутиться как некая белка в колесе и убрать то, что мешает. Что будет помогать? Карта медведь, собака и письмо. А вот здесь может появиться некий мужчина. Даже может быть и близкий человек, друг. Во-первых, это может быть, конечно, ваш любимый человек, партнер. Во-вторых, это может быть некий такой человек, мужчина. Отец, дедушка, дядя. В общем, такой мужчина, который для вас авторитет, который подсобит, который подскажет, который поможет, который может помочь вам, чтобы эта мечта и желание осуществилось, который может какую-то оказать вам протекцию в том, чтобы приблизиться к вашей мечте.
Также тут может некий друг, который всегда рядом с вами, которому вы доверяете, от которого вы можете принять помощь, поддержку. Все эти люди могут вам помочь. Могут, не знаю, если это какие-то официальные дела, там материальные дела, тут вопрос может быть в документах, в каких-то, в оформлении каких-то бумаг, договоров, контрактов, не знаю, каких-нибудь доверенностей. Вот здесь тоже может так проиграться, что вам помогут, подскажут, подсобят, и все это ускорится. А с другой стороны, вы сами можете выступить здесь сильным, властным, требовательным человеком, который очень хорошо, прям сверх работает интуиция, инстинкты, которые его ведут по жизни. И здесь вы, так сказать, будете аккумулировать свои силы и свои средства на то, чтобы осуществилось, чтобы реализовался тот вопрос, который вы загадывали. Но вот, к сожалению, не в тот срок, о котором вы оговорили, а в более длительное время. Но в любом случае нам карты здесь не дают четкого ответа «нет». Прям они нам говорят о том, что это срок увеличится, срок вашего желания, он увеличится. Карты нас не обрекают, карты нам лишь рассказывают вероятность событий, которая может быть. И это был вариант номер 2, дорогие мои. Я желаю вам, конечно же, чтобы, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, ваше желание и мечта, она сбылась в скором времени, чтобы все реализовалось, чтобы вы обрели то, что вы хотите, то, о чем мечтаете. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Также берегите, конечно, своих близких. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, наполненной, гармоничной, полной любви, заботы, понимания, внимания и чудес. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал и мое видео вас поддерживают и вам помогают. И прощаюсь, перехожу к варианту номер 3. Итак, вариант номер 3. Смотрим вас, дорогие мои троечки. Сбудется ли ваше желание? Карта змея, карта книга. Вот вы знаете, да, я бы сказала, что сбудется, но придется потрудиться, придется прям вот приложить усилия. Так просто ждать, сидеть, когда оно сбудется, когда реализуется, так не получится. Усилия придется приложить, включить весь свой ум, свой интеллект, грамотность, начитанность, и вот прям поработать на это дело, чтобы желание оно сбылось в загаданный вами срок. Что будет помогать? Карта мужчина, карта дерева и карта рыба. Ну, тут однозначно, да, некий мужчина, партнер, отец, брат, сват, друг, кто угодно. Тут, конечно, вам поможет, вам подсобит. Даст вам силы, даст вам энергию, даст вам какие-то материальные блага к тому, чтобы ваше желание, ваша мечта осуществилась. Подарит вам что-то, подскажет, направит вас куда-то, может быть, протекцию свою окажет в осуществлении вашей мечты. Что будет мешать? Карта Луна, клевер, башня. Тут могут появиться некоторые моменты непонятные. Некоторые моменты такие вот подвешенные, когда ты не понимаешь, куда, где, кому бежать, что делать. Может быть момент некого такого выбора появиться, и вы будете долго раздумывать над тем, что вы хотите и что же вам выбрать. Но это, я думаю, что не сильные, не кардинальные какие-то такие помехи. Тут, скорее всего, все-таки желание оно осуществится. Вы сделаете свой выбор уже так вот четко, конкретно и ясно. Да, будет какой-то момент, туда Луна туманности, непонятности, неизвестности, но далее у нас все это нивелируется, далее все это у нас уходит, расходится, растворяется, и все равно вы будете настаивать на своем,
проявите, видимо, характер, как я и сказала, да, тут на самотек нельзя ничего пускать, тут нужно поработать. Может быть, вам поработать в плане того, чтобы проявить характер, настоять на своем и получить свое. Может быть, появится некий такой человек, а не то чтобы прям враг по карте Луна, но который может разбалансировать, который может внести какие-то в общем, разбалансировать вас, дать вам, не знаю, пищу для размышлений, что правильно ли я подумала, правильно ли я сделала выбор. Вот такой вот нарушитель спокойствия, я бы так сказала. Но в любом случае тут ответ зависит от вас. Вот если вы проявите себя, проявите характер, настоите на своем, будете требовать и проявлять смекалку, проявлять такую некую хитрость и мудрость, либо соблазнительность, тоже такое может быть, вы получите свое обязательно. Тем более, что получите вы можете с легкостью от некого мужчины. Вот такой у нас получился вариант номер 3, дорогие. Я, конечно же, желаю, чтобы ваше желание сбылось, чтобы вы получили легко, быстро и свободно то, что вы хотите, и главное, безвозмездно, чтобы ваше желание принесло в вашу жизнь счастье, радость, да, какой-то задор, воодушевление, вдохновение. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, берегите, любите, балуйте, цените себя. Пусть ваша жизнь будет прекрасной и чудесной. С вами была Астарта Сантия. Всего вам доброго. Я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем удачи, всем пока.